церкви. Татары пошли. Я зовут Максим, мне 36 лет. Употреблял тяжелые наркотики 8 лет, но уже последние 4 года это уже было каждый день, это уже было на системе. Когда проблема вышла, я не знал, что делать, тоже уже смирился с тем, что даже хотел попасть в аварию, потому что и долги были, и долг был у меня за 1,5 месяца, где-то около 140 тысяч нужно было отдать. Я не знал, что делать. Работал еще в ведомственной охране на железной дороге совместно с ОВД. И получилось так, что связался с теми людьми и попал в такую зависимость. И потом услышали, что есть такой центр в Ижевске. Сам я из Агрыза, в Ижевске, это у нас 30 километров полчаса на машине. Услышал, что есть такой центр, и сказали, что есть выход. Это было, на тот момент был руководитель, там был Макеев Саша, как старший был, и моя сестренка родная, она была с ней знакома. И когда эта проблема вышла, она слышала, что у нее муж бывший наркоман. И когда эта проблема узнала, я сейчас понимаю, как Бог работает через даже родственников. И сразу же сказали, что поедешь в центр. И получилось так, что я сам из мусульманской семьи, баба у меня была, мама, папа у меня ходят в мечеть. И получилось так, что я думал, я не знал, что это христианский центр. Я думал, ладно, центр, у меня не было выбора, я уже смирился. И получилось так, что, слава Богу, конечно, за родителей в плане того, что я услышал такая интересная штука. Пусть, говорит, лучше, говорит, живой христианин, говорит, чем мертвый мусульманин. Я пришел в центр, первые руки, что произошло. И сейчас я смотрю, да, спасают взятых на смерть. И я благодарю Бога за тех людей, которые получают какое-то откровение, получают в том, что услышали Господа и открывают центра, услышали Господа и проповедуют. Потому что благодаря этим людям, которые несут эту службу, которые спасают, они взяли, услышали Бога, пастора, руководители центров, они услышали и сделали. И благодаря этому мы услышали Евангелие, благодаря этому мы спасаемся. Слава Богу. И получается так, что сегодня 7 ноября стало уже, да? Ровно 4 года, 7 ноября я пришел в реабилитационный центр. Слава Богу. И когда сейчас тоже благодарю служителей, которые вкладывали, которые посвятили жизнь Богу, которые проповедовали. Потому что если бы не они, то мы бы не слышали, мы бы не принимали бы. И что интересно, у нас в церкви, у нас в церкви, Руслан, послушатели, Тахир, там процентов 20 татары. Что интересно, там много там. И что интересно, они, когда у нас, когда приезжает, допустим, в центр кто-нибудь из, скажем, татарин, у нас уже есть, они же все равно да, не принимают, как-то закрыто. И мы отправляем. И у нас есть такое служение, что вот сейчас кто мы уже стоим уже в Господе, мы служим, я служу в группе прославления, слава Богу. И мы приезжаем, у нас есть такое служение в центре. Каждую пятницу на выходные у нас есть график, которые уже пошли реабилитацию, которые уже стоят, и они приходят и делятся живым словом, вдохновляют. Я вспоминаю, когда приезжал Тахир, он говорит, татарин, в кого веришь? Я говорю, в Аллаха. А сам понимал, что ни в кого не верил. И проходили какие-то беседы, я понимал, действительно. Я видел, когда приезжал Ильнас, тоже приезжали люди, я смотрел, когда они проповедовали Христа, у них что-то было особенное, у них горели глаза, они говорили какие-то мысли, которые реально зацепляли. Я понимаю, что это, они говорили все из Библии, это живое слово, которое вдохновляло, которое что-то происходило. Я смотрел на них, я думал, неужели я буду смотреть, неужели пройдет какое-то время, и что я буду проповедовать Христа? Неужели пройдет какое-то время, что я буду служить? Неужели пройдет какое-то время, что я буду тоже гореть и радоваться, что я принял Иисуса Христа? И поэтому,
взятых на смерть. И хочется, чтобы тоже каждый из нас понимал. И действительно, сегодня мы понимаем, что это бывает не случайно, что мы здесь. Что я услышал тоже, меня тоже зацепило. Я посмотрел, и сколько людей я привел в церковь, которые могут спеть. У меня вот есть тоже друг, кстати, тоже в Агрызе, тоже татарин, сейчас пошло, Айрат. Да? Айрат Мусин. Я помню, когда я его встретил, было на улице 30 градусов мороза. Мы с ним стояли 1,5 часа. Он не был независим. Я знал его, у него 3 развода. У него какие-то проблемы с деньгами, проблемы со здоровьем. Я знал что-то, я понимал, что когда я ему проповедовал, мы же знаем, когда проповедуем, внутри что-то происходит. Кто-то зажигается, не понимает, что-то, и небеса радуются. И когда я ему рассказывал, где я находился, я в то время как раз он пошел в реабилитацию и служил в центре реабилитации, остался служить. Я понимал, что-то происходит. Я пришел домой, я сказал папе, у меня просто все такое, я представляешь, я слышу 1,5 часа. 30 морозов, не замерзли, ни он, ни я. И пока этому я рассказывал, позвонил Айрат мне, я ему, да, он говорит, Максим, что-то как произошло. Я понимал, вот оно, я понимал, это было такое, и он пришел через 2 недели в центр. Он пошел в центр, он пошел там 2 месяца, мы пришли какие-то там у него обстоятельства, какие-то проблемы, элементы. Мы ему говорили, оставайся, доверься Господу. Но он, к сожалению, не послушал, но он ушел. Но это еще не все. Прошло полгода, я к нему звонил, я к нему приезжал, я ему говорил, и он опять вернулся. Ну, прошло опять 2 месяца, и пришло какие-то моменты, но он опять ушел. Нет, о чем я говорю? И сегодня что интересно, я читал Исход, 5 глава. Помните, когда Моисей пришел первый раз, и он сказал, отдай мне, он сказал фараон, я не отдам. И потом он еще начал их утруждать, он норму устроил, войну сделал. И мы видим, что когда мы ему рассказали, пришел, что он не будет, через какие-то обстоятельства. И сейчас я понял, что я перестал звонить. И сейчас я завтра же ему позвоню, потому что приходят какие-то проблемы, у него обстоятельства. Фараон, он не пускать не будет все равно, но он видно, что он как-то жаждет, как-то он что-то происходит, но он не может. И мы должны это понимать, и мы должны за это молиться, только тогда будет. И поэтому сейчас тоже такое слово, как и всем. Кто-то может, когда проповедовал каким-то знакомым, каким-то родственникам, кто-то пришел 1 раз, кто-то 2 раза и ушли. Вы придите завтра, позвоните им и спросите, как у них дела, что у них произошло. И может быть, что все равно он придет. И, надо надеяться на Господа. Аминь.